Ежедневно у здания миграционной службы скапливается огромное количество приезжих, желающих встать на учет. Учреждение не справляется с потоком обращений и оформлением документации, ведь количество приезжих с каждым годом увеличивается. Продолжит тему Рудольф Сахаров. С самого утра как минимум сотни мигрантов не могут попасть в здание Федеральной миграционной службы. Здесь происходят драки. Каждый час сюда приезжает полиция. Люди забывают о нормах поведения. В давку попадают и женщины с детьми. Одни приходят сюда, чтобы получить прописку, другие – разрешение на работу. По итогам 2013 года на миграционный учет поставлено 71 тысяча иностранных граждан, что значительно больше показателя предыдущего года. Основным центром пребывания мигрантов остается город Якутск. Сегодня для того, чтобы получить прописку, люди вынуждены стоять в очередях больше месяца. Я хожу сюда 16 июня. У меня вот документы, все здесь написано. С какого числа я сюда хожу и пытаюсь взять документы, чтобы продлить прописку им. Вот прошло больше месяца, я не могу пробиться сюда на этот, как сказать, типа бардак. Больше по-другому не сказать это все. Муж Натальи Ахмедовой – бывший гражданин Таджикистана. В гости к отцу приехал его сын. Наталья Олеговна пытается сдать документы пасынка на миграционный учет. Однако все действия женщины безрезультатны. Значит, вчера я очередь заняла в воскресенье в 4 часа вечера. Сама лично я ночевала здесь всю ночь, не отъезжая вообще, хотя у меня дома 2 маленьких детей. Вчера мы простояли у окошка. Мы не смогли сдать. Прямо перед нашим носом закрыли форточку, сказали, что приемные часы закончились. Сегодня, вот сейчас, пожалуйста, мой отец зашел, нас отправляет на штрафные санкции. Почему я, простояв 3 дня в очереди, должна платить штрафные санкции? Заместитель начальника отдела миграционной службы Вадим Постовалов от комментариев отказался. Я сама систематически выезжаю в гости в Таджикистан, да, на родину мужа. Там такого приема к нам нету. Нас там принимают как положено, а здесь об них ноги вытирают. Но так нельзя, я считаю. Женщина утверждает, что виноваты в проблеме сотрудники миграционной службы, которые без очереди ставят на учет граждан, паспорта которых попадают в УФМС через личные связи и знакомых сотрудников. Вместе с Натальей Ахмедовой мы поехали к заместителю начальника управления Виталию Высоких. Как оказалось, он знаком с ситуацией. В этой связи мы сейчас готовим материал, практически он сегодня уйдет в прокуратуру города Якутска. Мы не можем никак повлиять на них. Вы же видите, наша реакция тоже, мы же не сидим сложа руки, мы не создаем конфликтную ситуацию. Эта конфликтная ситуация искусственно создана вот этими гражданками нашими. Сегодня рапорт администрации УФМС передан в прокуратуру для юридической оценки. Рудольф Сахаров, Василий Слепцов. Новости столицы.